Привет, мир! В эфире информационно-развлекательная программа «Студия-11». Мартовский воздух уже наполнил нашу республику. И тот, кто скажет, что после февраля мало что изменилось, будет неправ. Изменилось многое, как минимум отношение к прогулкам. Теперь проводить время на улицах нам хочется чаще. Потому встретиться в эфире – огромное счастье. Это «Студия-11», и вот чем порадует наша команда сегодня. Книжки для первоклашек и их родителей. Входим в новый жизненный этап без стресса. Кукла из ваты и клейстера. Северин Арпа творит под чутким руководством мастера. День родного языка. Как его отметили в стенах Дома дружбы народов. Первый класс. И как бы сильно ребенок туда не хотел, это всегда стресс. Причем не только для ребенка. Родители ходят на ушах, наверное, еще за полгода до 1 сентября. Но тут взрослым главное остановиться, выдохнуть и начать моральную подготовку своего юного ученика и позаботиться о том, чтобы он как можно мягче перенес смену обстановки и стал частью коллектива. Советы на эту тему нашей программе дала библиотечный психолог Маршаковки. Сегодня я расскажу вам еще об одном частом запросе от родителей. Как подготовить ребенка к школе. Зачастую родители много внимания уделяют развитию познавательных психических процессов: внимания, память, мышление, восприятие, воображение, речь и так далее. Но я хочу остановиться на том, что не менее важно, а может быть даже и более значимо при подготовке ребенка к школе. Это игра. Наши детки, может быть, к сожалению, кто-то скажет, к счастью, растут в максимально урбанизированном обществе. И, к сожалению, возникает некий дефицит в этом взаимодействии с окружающим миром и друг с другом. Какие игры помогут развивать познавательный интерес вашего дошкольника? С помощью какой игры вы можете развить его волевые способности, его усидчивость? Обо всем этом и не только вы узнаете, прочитав книги замечательных японских авторов. Итак, собственное мнение ребенка. Когда оно начинает формироваться, почему оно важно и важно ли вообще? Давайте попробуем разобраться в ситуации. Группа 3-летних детей детского сада. Как только несколько человек собираются вместе, чтобы поиграть в песочнице или что-то построить из кубиков, возникают драки за игрушки и бесконечные жалобы друг на друга. Договариваться они еще не умеют, поэтому один начинает бить и пинать ногами другого, и все это заканчивается плачем. Вот такая у нас обстановка. Думаю, что конфликты тоже важны. На что воспитатель должен обратить внимание, что делать и как реагировать в подобной ситуации. Как вы думаете? В книге дан очень развернутый, хороший совет поведения, где воспитателю рекомендуется помнить, что дети 5-6 лет уже способны объяснить причину своих эмоций, то есть выразить мысль. Поэтому очень важно, чтобы воспитатель, обращаясь к каждому из участников конфликта этой возрастной группы, старался вербализовать их мысли. Вот такие замечательные советы будут полезны не только воспитателям, но и родителям. Мальчики играют в машинки, а девочки в куклы. Этот гендерный стереотип формировался в течение нескольких поколений. Но реальность не всегда следует этому правилу. И вот наш Северин бросил машинки и в свои 40 решил проверить, а каково это играть в куклы. Правда, до игр дело не дошло. Вместе с мастерицей Олесей Рябовой он смастерил интересные игрушки. Смотрим. Олеся, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, с чего началось ваше увлечение изготовлением игрушек? Ну, наверное, скорее всего, с покупки елки. И хотелось украсить ее именно своими игрушками, а не китайскими шарами. Хотелось чего-то оригинального и волшебного. Какая у вас была самая первая игрушка? Самая первая игрушка – это как раз елочка. Потом пошла такая маленькая лялечка. Ну, а потом Дед Мороз. Из чего все они сделаны? Все полностью из ваты. Почему именно этот материал вы выбрали?
Ну, потому что мне он был интересен, потому что я с ним не работала, и мне хотелось как-то испытать себя, что ли. Сегодня мы с вами сможем что-то вот сделать? Может быть, я, смогу поучаствовать каким-то образом? в Да, процессе? конечно, вы мне будете делать зайчика. Так, ну зайчик тут у нас практически уже рожден. Что здесь надо, скажите, вот Так, подправить? ему нужно скорректировать плечико и можно тазобедренную часть. Филеечку тут. Да, да. А вы будете... А я дополню, все-таки сделать более выдающуюся грудь петуху. Так, каким образом мы начинаем работать? Вообще, как вот с чего начинается идея игрушки? Потому что понятно, что вот вы сидели, потом оп, сделаю-ка я зайчика. И начинаете лепить зайчика. Да. Просто так? Да. Просто так? Просто так. Все, в принципе, все идеи, какие игрушки у меня есть, это просто вот щелчок, и появляется игрушка. Я тут же хватаюсь, делаю каркас и начинаю творить. Так, ну что, каким образом мы начинаем работать? Так, в первую очередь мы завариваем клейстер. Нам нужна кисточка, вата и желание. Вот. Берем небольшой кусочек, разделяем на тоненькие сегменты, прикладываем кусочек ватки. Нашу будущую часть тела. Так. Так. И приглаживающими движениями, да, начинаем вводить туда-сюда, не кругом. Туда-сюда. Вот, туда-сюда, да. Туда-сюда. Итак, слой Сейчас мы за вот из слоем. зайца сделаем. Зайца-бодибилдера тут сделаем сейчас. А сколько занимает времени процесс изготовления одной игрушки? Ну, простая игрушка, она, в принципе, идет день, полдня, может, на сутки на просушку, ночь на просушку. Вот. Уже более сложная игрушка, как, допустим, вот олени, они уже, конечно, неделю, как минимум один. И потом уже начинаете их раскрашивать, да? Да. А потом краски уже. какие используете? Я люблю акварель, акрил, еще есть гуашь. Вот. Но обязательно игрушки, конечно, если акварелью покрывают, то ее нужно покрыть лаком. Специальным лаком, который не дает блеска матовым, чтобы у нас игрушка прослужила долго. Вот, кстати, да, срок службы игрушек зависит, получается, от правильности изготовления и хранения, да? Да, соответственно? хранение, да. Хранить нужно обязательно это в сухом месте прохладном. Ни в коем случае не уносить в гараж, на балкон. Это лучше дома, в картонной коробочке. Кстати, по поводу лиц, как вы делаете лица? Я смотрю, вот тут у нас есть какие-то заготовки, да? Да, это молды, называются молды. Допустим, вот я делала такие молды из гипса сама, из советских пупсиков. А, то есть просто вы в гипсе как бы Ну да, утопляете там лицо есть своя туда? система Ага. такая, свой секретик. В принципе, несложно найти в интернете, как делается. Да, утопляю. И потом уже снимаю отминку, делаю личики. Вот. И есть пластик запекаемый, а есть самозатвердевающий. Как меняется у вас настроение, когда вы занимаетесь работой вот с игрушкой? Сидите слой за слоем, ведь это такая кропотливая Да, работа. медитативно сидишь, я люблю под сериальчик, какой-нибудь хороший фильм вот, включить и делать. Но никогда не делаю игрушки, когда болею или когда у меня плохое настроение. Вот это, мне кажется, правильно. Потому что оно передается, и как бы не хотелось бы, чтобы моя игрушка с плохим настроением досталась кому-то. Вот это вы правильно делаете, это действительно здорово. Вообще, еще раз быстренько пробежимся. Сделаем заготовку, сколько времени на нее уходит? Вот. Смотря какая заготовка. Если маленькая, допустим, лялечка, то это полчаса. Металлический каркас, обмотка ватой, формирование тела. Опять же, все с помощью клейстера, да? Нет, на сухую. Вата, нитки и металлический каркас. Вот. Потом мы это все обмазываем, доделываем. Все, до формируем, получения. да, формируем первый слой, подсыхает, уже смотрим какие-то нюансы, где-то у нас чего-то перекашивает или не хватает, добавляем снова просушка полная. Вот. Потом уже, если все устраивает, идет уже роспись. Сушим сколько? Сутки? Но желательно сутки, чтобы он полностью высох, потому что пропитываешь хорошо, чтобы он высох, чтобы потом не вылезал какие-то цвета. И все, и потом красками уже раскрашиваешь. Это сколько процесс занимает примерно? От получаса до суток. А бывает, переделываешь и по новой. Ну что ж, друзья, вот смотрите, какие у нас получились красивые такие заготовочки. Естественно, что Олеся заранее сделала. Иначе бы мы тут надолго. Я не против. Да, так что вот, собственно, у каждого из вас есть возможность действительно тоже заняться этим великолепным творчеством. И действительно, как вот Олеся сказала, правда, некоторые такие медитативные какие-то моменты здесь присутствуют. И, собственно, опять же, вот для детей полезно, да? Мелкомоторика Да, развивается. мелкомоторика, вот эти все кусочки. Олеся, мы желаем вам, чтобы как можно больше красивых и интересных игрушек появлялось в вашей коллекции. И у наших тоже сограждан, может быть, кто-то тоже заразится этим творчеством. Желаем вам всего хорошего, что вы пожелаете жителям республики. Творите. Каждую свободную минутку на творчество. Мне кажется, это вот окрыляет.
21 февраля во всем мире отмечался Международный день родного языка. Но мы-то с вами любим праздновать с размахом. Потому, например, в Доме дружбы народов этот день отмечался аж неделю, до 27 числа. Каким образом, узнала моя коллега Алена Туркина. Международный день родного языка прошел уже 21 февраля. Как он отмечался в стенах Дома дружбы народов? В первую очередь, конечно же, проект совместно с национально-культурными автономиями и объединениями. Приглашали представителей, председателей, и каждый из них рассказывал, что для них родной язык, зачем нужно сохранять язык. И получился очень интересный проект, где мы объединили все автономии, все национальности, где каждый высказался о своем языке. Еще один — это онлайн-проект «Викторина», которую запустили мы на наших ресурсах на всю республику. Участниками было более 16 человек. Отвечали на разные вопросы касаемо языка, культуры, традиций разных народов. И, соответственно, также был победитель, который получил небольшой сувенир от Дома дружбы народов. Ключевым проектом, конечно же, стал это диктант. Диктант на родном языке. Писали как коми, так и немцы наши. Коми-диктант писали все комиязычные. Если охватить географию, писала не только Республика Коми, но и присоединилась Москва, Санкт-Петербург. И в каждый из этих городов подключались немало количества. Вот в частности, в Санкт-Петербурге писало более 40 человек. В Москве 12-16 человек, насколько мне помнится. Диктант на родном языке — это уже такая добрая традиция, несколько лет она продолжается. В этом году были ли какие-то существенные изменения? Да, в этом году мы впервые писали диктант в онлайн-формате. И писали не один день, а в течение 7 дней. То есть для подключения к этой акции у нас было отведено ровно 7 дней. Диктант в онлайн-формате. Как это понимать? То есть какой-то человек по скайпу либо по вайберу читал текст, или нужно было попросить своего знакомого, чтобы текст зачитали? То есть каким образом он проходил и как оцениваться потом будет? Наши партнеры — это Финно-Угорский центр. Они сделали видеоматериал и аудиоматериал. Каждый участник, кто хотел принять участие в этой акции, писали, сканировали свои работы и отправляли уже на проверку. Елена, спасибо вам большое за информацию. Надеемся, что наши земляки справились на ура с диктантом. Вам спасибо. Всем хороших отметок. Мы подошли к экватору нашей программы. Берем небольшой перерыв. Не переключайтесь, друзья. Совсем скоро увидимся. В эфире информационно-развлекательная программа «Студия-11». Впереди нас ждут сюжеты, знакомства и интересная информация. Подробности узнаем из анонса. Зайчик против осинки. Кто одержит победу в этом сражении? Коми-тэквондисты на российских соревнованиях. Посчитаем медали спортсменов. Стилист в деле. Подчеркиваем достоинство с умом. У меня есть одно незамысловатое желание. Иногда мне хочется стать невидимкой. Представляете, как здорово. Идешь, например, по лесу, прогуливаешься, а тебя не замечают ни животные, ни птички. Ходишь, любуешься, смотришь, как зверушки и пернатые живут, когда человека рядом нет. Ну а пока это мечты. Тем не менее, за лесной жизнью понаблюдать можно. С помощью фотоловушек. Потому ловите видео от Александра Рума. Спойлер, там зайчик лакомится осинкой близ деревни Морово.
Воспоминания. Дорогие сердцу моменты мы храним особенно тщательно. Повезло, если их смогли запечатлеть на фото или видео. В группе ВКонтакте «Дорогие товарищи» регулярно публикуют фотографии времен СССР. Снимки прошлого столетия присылают жители Коми из личных архивов. Мы собрали небольшую подборку, где на фотографиях изображен старый Сыктывкар. Посмотрим. А в группе Юргана ВКонтакте можно оставить обратную связь и написать, какие столичные улочки вы узнали. В Тамбове прошли всероссийские соревнования по тэквондо МФТ. На турнир съехались более 500 спортсменов из 20 регионов страны. Побывали там и представители нашей республики. Да не просто побывали, а вернулись с медалями разного достоинства. Северин Арпа узнал все нюансы. Дмитрий, расскажите, пожалуйста, как выступили на этих соревнованиях наши спортсмены? Сборная готовилась к этим соревнованиям. Это один из этапов подготовки сборной и ведущих спортсменов к предстоящим международным соревнованиям. Ребята выступили достаточно хорошо. Родион Напалков успешно выступил по программе «Специальная техника среди мужчин» с основным своим конкурентом со Ставропольского края. Ксения Пескун выполнила норматив мастера спорта в разделе «Специальная техника». Наши ветераны Александр Баженов и Михаил Славутин достойно выступили в личном поединке. Женская и мужская сборная добились достаточно высоких результатов в командном первенстве. В целом, как показала себя команда по сравнению с другими регионами? Нам, конечно, еще далеко до высот города Москвы, Воронежской области, Тамбовской области, но в целом команда выглядела и выступила очень достойно, несмотря на то, что ряд лидеров находились в этот момент на соревнованиях по кикбоксингу в городе Санкт-Петербург. Это Изюров Артем, Максим Шелепов и Егор Ежаков отбирались в состав сборной там для участия в российских соревнованиях по кикбоксингу. И как они там, ребята, выступили? Максим стал первым, Артем в своей категории стал первым, насколько я помню, Егор стал вторым. К чему сейчас будет готовиться команда, когда следующие соревнования? Следующие соревнования – это город Омск, где мы планируем выступить основным составом в разделах командный поединок и командный спарринг, где примут участие все сильнейшие спортсмены. 25-28 будем в Омске. Вообще, если говорить о увлечении тэквондо сейчас у нас в регионе, есть какой-то рост людей, которые хотят заниматься? Это была и есть одна из сильнейших школ в России, и тэквондо ITF великолепно выступает, тэквондо МФТ великолепно выступает. Сильные традиции и в области ГТФ. Увеличение числа занимающих достаточно приличное, потому что вступают новые регионы в Прилузском районе, в Усть-Вымском районе, в Сыктывдинском районе. Сейчас наблюдается всплеск. Мы ждем достойных конкурентов в ближайшее время. Ну что, осталось только пожелать вам новых побед. Спасибо огромное, будем стараться. Я знаю, что у нас женская часть команды на этих соревнованиях тоже хорошо выступила. Да, все верно. Женская команда вообще за долгое время впервые выехала на соревнования, на такие масштабные соревнования. Конкуренция у нас была достойная, особенно команды Воронежа и Москвы. Долго собирали женскую команду. Женщин у нас уже становится намного больше, чем было раньше. В дальнейшем планируем развивать в иных дисциплинах. То есть сейчас мы выступали в дисциплине тут-группа, заняли первое место, стали лучшими. И в дальнейшем планируем развиваться в таких дисциплинах, как разбивание досок и специальная техника. А как вы вообще пришли в тэквондо? Что вас побудило? Ребенок. Отправила сына. Тренер у сына Александр Геннадьевич Петушихин решил создать родительскую группу «СОК». Спортивно-оздоровительная группа, где мы учились судить,
смотрели, как наши дети занимаются. И мне очень понравилось. Я решила сдавать на пояса, идти выше, дальше. И в итоге я стала тренером. Вообще, когда тэквондо появилось в вашей жизни, что-то изменилось? Да, очень много изменилось. Я раньше думала, что я не смогу заниматься с детьми, а на самом деле мне это очень нравится, и я хочу развиваться дальше, ездить на семинары. Также получила высшее образование в сфере физической культуры и спорта, то есть инструктор по спорту. Татьяна, ну что, мы желаем вам удачи, тоже, новых достижений, чтобы больше детей приходилось заниматься. Спасибо большое. Запомните, собаку, которая хочет гулять, не остановит ничто. И никогда. Даже столб железный желанию песика не помеха. Не понимаете, о чем я? Тогда взгляните на это видео. Грамотно подобранный образ может подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки. Вот такой стильный секрет. Сегодня в интернете есть немало советов для женщин с формами о том, как с помощью одежды преподнести себя максимально эффектно. Наша команда тоже погрузилась в тему. Итак, советы стилиста. Хочется сегодня уделить внимание девушкам с крупными формами, с большим бюстом, большими крупными бедрами. И всегда у них стоит вопрос, а можно же ли носить нам оверсайз? Ответ – да, можно и нужно. Да. Хоть у вас и прекрасные формы бюста, либо бедер, мы все равно можем что-то подчеркнуть. Например, в данном случае мы хотим подчеркнуть грудь. Она у нас так объемная, но мы ее хотим еще больше. Да, сделать акцент на нее, чтобы выделить талию. Мы берем рубашку, оверсайз, желательно с мужского плеча. Они все равно будут больше, они будут плотнее и более держать форму, чем женская, без приталенностей. Также можно успокоить футболкой обыкновенной, либо водолазкой. Это уже будет более деловым стилем. Не забываем про аксессуары в таких случаях. Обязательно они должны быть мощные, массивные, красивые. Сейчас мы успокоили низ. Мы взяли прямого кроя брюки. И у нас выделилась таким образом талия. Делаем акцент всегда тоже на обуви. Она должна быть не только красивая, но и комфортная для нас. Если мы поднимаем на каблучок, ножка вытягивается, силуэт еще более вытягивается. За счет полосок у нас нога удлинилась. За счет того, что брюки в пол не удлинились. И хочется будет поставлять еще на каблучок. И также можно поставить будет на плоский ход. К данному образу сейчас бы хорошо подошел нам рюкзак. Он такой более спортивно-деловой, не говорит нас, не предупреждает о том, что мы там такой на лайке, такой более эклектический стиль. Все очень красиво и гармонично. Данный образ также хорошо смотрится у нас и без рубашки. Футболочка оверсайз, все так же красиво подчеркивает. Виден акцент на талии. Можно добавить пиджак, оверсайз тоже, объемом, с мужского плеча. Прям как будто женщина внутри пиджака, она стала меньше. Если говорить об элегантных образах для женщин с хорошими объемами, то можно смело носить любые платья. Главное избегать таких тканей, которые будут давать блеск, отражаться очень сильно. Они придадут нам, конечно, объема. Да? Не боимся одевать какое-то платье-комбинацию прямое, добавляем какой-то яркий пиджак, делаем его поясом, чтобы сделать акцент на этой талии. Если у девушек очень худенькое голенище, а они чаще всего худые, смело берем разрезы, чтобы подчеркивать, показывать, какая у вас худенькая красивая ножка. И это очень будет выигрышно и хорошо смотреться на вас. Вот так по-модному мы заканчиваем наше телепутешествие. Улыбайтесь, друзья, сами создавайте себе настроение и не давайте невзгодам пошатнуть ваше моральное состояние. В эфире была программа «Студия 11». Меня зовут Андрей Кабишев. Пока!